Хей! Всем привет! Меня зовут Света, и сегодня я хочу сделать видео, в котором я расскажу вам о 10 фильмах, которые я посмотрела в сентябре. Заранее хочу сообщить, что в этом видео будут собраны не только те фильмы, которые сейчас идут в кино, но и те, которые вышли довольно давно. Итак, начнем! Их в этом месяце всего было 4, и первое — это «Всегда говори да» с Джимом Керри в главной роли. Этот фильм очень веселый, позитивный, он поднимает настроение, и я советую его всем тем, кто еще не смотрел его. Вторая и третья — это комедии под названием «Мы купили зоопарк» и «Смешанные». Эти фильмы идеально подходят для просмотра в кругу семьи. Как раз сейчас осень, на дворе очень холодно и хочется закутаться в теплый пледик и смотреть фильмы вечера напролет. И последняя комедия в этом месяце называется «Сколько у тебя?». Я думаю, этот фильм понравится абсолютно всем, как подросткам, так и взрослым. Он очень хороший, типичный такой, о любви, о всяких проблемах, тревали, и он очень веселый, и я советую посмотреть всем. Дальше переходим к ужасам. В этом месяце я сходила на фильм «Проклятие Аннабель». Несмотря на то, что я небольшая фанатка фильмов ужасов, этот произвел на меня огромное впечатление. У фильма я сидела примерно вот так. Я постоянно закрывала глаза, там было очень много резких моментов со всякими такими резкими звуками, от которых ты дергаешься, но он был очень классным. После просмотра у меня прям такой экстрим. Также второй ужастик, который я хотела вам посоветовать, называется «Заклятие», и он от тех же продюсеров, которые засняли вторую часть. Обязательно берите своих друзей, никогда не смотрите ужастики одни, и смотрите эти фильмы. Дальше мы переходим к драмам. В этом месяце я посмотрела фильм «Виноваты звезды». Я очень-очень долго его ждала, я прочитала книгу, наверное, где-то раза 3 или 4. Я могу сказать, что этот фильм очень добрый, хороший, он очень искренний, и я там плакала. Я очень плакала, очень сильно, я рыдала. Конечно, от этого фильма я ожидала чего-то большего, но он все равно очень хороший, и посмотреть его один раз точно стоит. Также из драм в этом месяце я посмотрела фильм, который называется «Воровка книг». Он такой военный, связан с историей, но он очень красиво снят, и я советую посмотреть вам его, потому что он очень интересный, захватывающий. Также из таких экшн-фильмов в этом месяце я пересмотрела «Голодные игры». Я являюсь большой фанаткой «Голодных игр», и поэтому в этом месяце я решила пересмотреть первую и вторую часть, так как скоро выйдет третья, я уже с нетерпением жду этого. Всем, кто еще не смотрел «Голодные игры», я советую обязательно их посмотреть, это очень классный фильм. И пока!